Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам карту дня на 14 января 2020 года. Выпадает карта «Жена» из цыганского оракула. Символ этой карты – обязанности, защита, безопасность. Эта карта говорит о том, что мы можем своими обязанностями наслаждаться, мы можем радоваться тому, что нам есть возможность о ком-то позаботиться, есть возможность быть для кого-то опорой, вдохновением. Карта также говорит о том, что не нужно слишком уж спешить с какими-то каждодневными делами. Нужно обязательно все делать с удовольствием, нужно обязательно все делать с любовью. И если действительно есть какое-то состояние усталости, нужно оставить все дела и отдохнуть для того, чтобы ни в коем случае не принуждать себя к тому, что нам нужно сделать. Карта также говорит о том, что нужно учиться замечать любовь вокруг себя. Скорее всего, она там, где мы сами каждый день находимся, то есть в каких-то мелочах. Вот здесь вот красный ковер под ногами, это значит, что любовь у нас прямо под ногами. Красная подушка за спиной, это значит, любовь у нас за спиной, то есть вокруг. Если обернуться, можно в каких-то мелочах вот эту любовь найти. Также карта говорит о том, что есть обязательно у нас какие-то ограничения, которые наши обязательства на нас накладывают. Но мы знаем, что это необходимо, и поэтому не расстраиваемся, поэтому не переживаем за то, что не можем делать все, что нам хочется, да, и нам приходится делать какой-то выбор, как-то осознавая то, что у нас есть какая-то ответственность за что-то, за кого-то, перед кем-то. Также карта говорит о том, что нужно обязательно сегодня подумать о каких-то дальних целях. И в этом тоже есть своя радость, когда мы знаем, что нас ждет, куда нам идти, когда есть какая-то определенность в будущем, даже если мы еще не начали даже туда двигаться, в любом случае нам это очень радостно и приятно. То есть карта говорит о том, что не важен даже сам процесс достижения цели, не важно достичь цель, а важно, что мы их вообще имеем, что мы вообще ставим себе цели. И даже когда мы еще никак к ним не продвигаемся, мы все равно наполняемся этими целями, наполняемся той энергией, которую они нам дают. Также карта говорит о том, что у нас сегодня может быть какой-то переход очень важный, может быть энергетический, то есть мы можем чувствовать себя лучше, наше здоровье может укрепляться. Это может быть какой-то почет, уважение к нам. Об этом говорит вот балкон, да, балкон, который нарисован на этой карте, за которым море. Также здесь вот можно увидеть, что девушка поставила ногу на пуфик, да, это значит, нужно использовать все возможности для комфорта, для уюта. То есть, если даже мы делаем какие-то привычные дела, рутинные дела, нужно находить в них какую-то радость, нужно делать их с максимальным комфортом. Также посмотрите, ребенок на коленях у матери показывает куда-то рукой, и мама тоже смотрит в этом же направлении. Карта говорит о том, что желательно сегодня обращать внимание на знаки, которые дает нам жизнь. Скорее всего, они будут влиять на наше будущее. То есть нужно обязательно быть внимательными и не отмахиваться от того, что сегодня приходит. Это может быть какая-то информация. Вот у женщины здесь в руках какая-то бумага, скорее всего, письмо. Это может быть какие-то люди, какие-то события. Вот все, что будет привлекать наше внимание, хоть каким-то образом затрагивать наши чувства, интеллект и так далее, вот все это может нам как-то помочь в будущем. Также карта говорит о том, что нужно обязательно в жизни искать опору. Вот здесь такая колонна у нас изображена. Также вот желтое платье на женщине говорит о том, что действительно день будет успешный, день будет полон радости и счастья. Друзья, желаю прекрасного дня, желаю насладиться комфортом, радостью в кругу близких и друзей, любимых людей. Всего вам доброго, до новых встреч!